Каждый кыргыз должен и в 12 часов ночи встречать гостя с улыбкой. Всем привет, с вами Айпери Тимирова, и в этом влоге мы говорим о кыргызских традициях. У кыргызов принято в любое время суток быть готовыми к приему гостей. В доме всегда должно быть и угощение для них, и подарки. Гостеприимство у кыргызов в крови. Сегодня я расскажу, чего по народным традициям нельзя делать хозяевам при встрече гостей. Первое. Нельзя ставить их в неудобное положение. Если гости пришли неожиданно, то не надо спрашивать их «зачем?». Наши предки всегда встречали радужно даже незнакомых людей, предлагали им поесть и переночевать. Второе. Нельзя отпускать гостей без угощения. Даже если они очень спешат, хозяин обязан предложить им угощение. Это может быть просто хлеб, который гость должен преломить, другими словами «остию». Гостя нельзя сажать у порога. Человека, вошедшего в дом, кыргызы всегда усаживают на почетное место. Супругам-хозяевам нельзя ругаться при гостях, поскольку в таких случаях они почувствуют себя максимально неудобно. Представьте такую ситуацию. Вы пришли в гости, а хозяева дома начинают устраивать скандал между собой и наказывать своих детей. Вам же просто захочется встать и уйти. Нельзя подавать еду гостям в потрескавшейся или битой посуде. Это считается неприличным, даже позорным. Да и сами хозяева не должны есть из такой посуды. Считалось, что это могло принести несчастье в дом. Хозяева не должны хмуриться, демонстрировать свое плохое настроение и заниматься личными делами. Нельзя при гостях заниматься уборкой или другими домашними делами. Это может быть воспринято как неуважение. Хозяева не должны жадничать, ведь у кыргызов считается, что гость – это посланец Бога. Поэтому, когда приходят гости, по народным традициям непременно накрывается стол, им оказывают всевозможный почет и уважение. А как вы относитесь к незваным гостям? Свои ответы пишите в комментариях. Встречайте своих гостей в уютной и комфортабельной квартире от строительной компании Айт Group. Ссылка на аккаунт в описании. На сегодня все. Надеюсь, данная информация была для вас полезной. Всем спасибо, всем пока-пока.